Инвестиции в образование – одно из важнейших направлений развития республики. Экономические санкции можно обойти, найти новые рынки сбыта, но без вложений в человеческий капитал, о расширении бизнеса и повышении общего благосостояния не может идти и речи. Это один из ключевых тезисов инвестиционного послания главы республики. Владимир Уйба обозначил стратегические задачи в экономике региона и ближайшие перспективы развития. Алексей Корчма подробнее. Беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных стран не могло не сказаться на экономике региона. Инвестиции в основной капитал в прошлом году упали на 17%. Старые торговые связи во многих отраслях разорваны. Новые еще не окрепли. Тем не менее, ситуация в республике остается стабильной, говорит в послании Владимир Уйба. Санкционную политику воспринимаем не как кризис, а как возможность развиваться, формировать новые точки экономического роста. В 2023-м Коми планирует достичь положительной динамики и сохранить объем инвестиций на уровне не ниже прошлого года. Произошедшие события показали уязвимость экономики от зарубежных технологий, от комплектующих в связи со сбоем поставок импортных комплектующих и оборудования. У предприятий увеличились сроки договорных обязательств, сроки реализации инвестпроектов и, конечно же, усложнилась логистика. Ключевой задачей санкционной политики является вытеснение России с международных рынков. При этом наша республика имеет значимые конкурентные преимущества, которые являются основой для экономического и социального развития. Природные богатства, стабильность рынка нефтепродуктов, взвешенная бюджетно-финансовая политика и открытость органов госуправления. Вот они, конкурентные преимущества нашего региона. Владимир Уйба называет стратегические задачи в экономике – диверсификация и модернизация производства, развитие кооперации и реальное активное предпринимательство, рост инвестиционных вложений и, что крайне важно, вложений в человеческий капитал. Мы сегодня с вами на пороге того, что завтра у нас в стране будут только юристы и социологи с политологами. Значит, сегодня у наших университетов кризис по приему на обучение на математические факультеты, физические дисциплины, физические факультеты. А это говорит о том, что мы теряем умы. Но не в части того, что они куда-то утекают, а теряем их в зародыше. И инвестиции в будущее, в образование – это одно из новых направлений, о которых я говорю, и говорю об этом очень серьезно. Если мы сегодня с вами здесь, не где-то там в России, а здесь конкретно в республике, не будем вкладывать в образование наших детей, для кого мы строим наше будущее, для кого вы строите свои предприятия и производства. Одна из задач регионального правительства – поиск новых инвестиционных ниш. В каждом муниципалитете должны работать команды развития, помогать инвесторам, сопровождать, консультировать, снимать бюрократические барьеры, формировать предложения по реальным мерам поддержки, как для начинающих предпринимателей, так и для крупных игроков. Я как руководитель лизинговой компании могу сказать, что для начинающего предпринимателя, конечно, мы всегда говорим, идите в центр «Мой бизнес» или микрокредитную организацию. Тот, кто уже работает и есть возможность увеличить, развить или что-то, может, модернизацию, конечно, мы говорим в лизинг, пожалуйста, можно в региональный фонд промышленности. Я бы в целом сказал, что доступность есть. Проценты, они очень удобны для предпринимателей, связаны не только со ставкой, но и в целом с работой именно с нами, потому что мы здесь находимся. Предприятия лесопромышленного комплекса – важнейший сегмент экономики и не только Республики Коми, всего северо-запада России. Наши компании одними из первых столкнулись с негативным влиянием санкций. Они же стали первыми тестировать новые рынки сбыта – Израиль, Египет, Турция. Активно идут переговоры с покупателями из Ирана, Индии, Китая и Вьетнама. У нас все дружественные страны – это наши новые потенциальные рынки. Это и страны Латинской Америки, Африки, Средняя Азия, Ближний Восток, Индия, Китай. И самое главное, что я хотел бы отметить, это то, что покупатели и партнеры на этих новых рынках, они заинтересованы в развитии сотрудничества, в развитии отношений с российскими компаниями. И здесь самое главное – не бояться идти в контакт, идти в переговоры с учетом кросс-культурных особенностей, устанавливать торгово-экономические отношения и развивать их. На этих рынках нас ждут, хотят видеть нашу продукцию, в том числе продукцию лесопромышленного комплекса. Правительство Коми и дальше будет создавать условия для развития региона, его инвестиционной привлекательности.
Отношения с бизнесом всегда будут строиться на принципах взаимной ответственности, открытости, доверия и уважения, заверил Владимир Уйба. В завершении выступления глава Коми поблагодарил социальных партнеров региона, руководителей предприятий и представителей бизнеса за их вклад в обустройство дорожной и социальной инфраструктуры городов, поселков и сел. Главная и общая цель такого партнерства – улучшение качества жизни людей. Алексей Корчма, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.